Впервые в истории башкирского спорта шахматистка из нашей республики победила на спартакиаде России среди пенсионеров. И сегодня у нас в студии Роза Идрисова. Здравствуйте. Здравствуйте. Роза Ранусовна, мы поздравляем вас с победой. Вам удалось впервые, не только в своей карьере, но еще, в принципе, как я уже сказала, именно в истории башкирского спорта, победить на спартакиаде среди пенсионеров по шахматам. Расскажите, насколько были серьезные соревнования, потому что для вас это не первая спартакиада. Да, значит, первая спартакиада, в которой я участвовала, была в Уфе в 2019 году. И тогда я в личном зачете заняла второе место, а наша команда Башкирии заняла первое место. А в этом году мы ездили в город Кемерово, и там собралось 74 команды из всей России, и были еще представители дальнего и ближнего зарубежья, из Казахстана, из Финляндии. И были соревнования в нескольких видах спорта. Так вот я еще участвовала в эстафете, в дартсе и в ГТО, кроме шахмат. И 2 дня мы выясняли, кто самый сильный в шахматах. Шахматы у нас самый такой длительный вид спорта. У нас соревнования были 8 туров. Каждый тур был где-то около часа. То есть довольно-таки большое количество времени у нас заняло. И были очень сильные спортсменки со всей России, и мне удалось пройти всю дистанцию без поражений. Я сделала всего 2 ничьи с Москвой, и в последнем туре меня удовлетворяла ничья с девушкой из города Иваново. И вот с ней заключила мир и, в общем-то, заняла первое место. Ну вот насколько важно это событие с точки зрения именно шахматиста, любителя, который играет уже не первый десяток лет, я так понимаю, насколько это важная победа? Ну, я никогда на всероссийских соревнованиях до этого не побеждала, и, в общем-то, очень рада была, и команда за меня переживала тоже, и, в общем-то, я очень рада была этому событию. Но, насколько я понимаю, у нас очень сильные шахматы, и причем в разных возрастных категориях. У нас есть и международные мастера, и у нас очень уверенно выступают именно пенсионеры, команды пенсионеров, которые стандартно именно в командных соревнованиях в числе лидеров. Ну, там получается, что в соревнованиях участвует 8 человек, 4 мужчин и 4 женщин. И все в разных видах спорта. Плавание, там, бег, настольный теннис. И вот только я была по шахматам. А вообще шахматы у нас в последнее время, Федерация шахматная очень хорошо работает. И проводится очень много соревнований. И спасибо Федерации, что мне тоже помогают. Расскажите в целом, вот вы сейчас видите о том, как развиваются шахматы. И я имею в виду, что вы же знаете именно башкирские шахматы. Да, конечно. С самого начала и вот именно сейчас. Какой сейчас период развития переживают именно башкирские шахматы? Сейчас у нас федерацию возглавляет Денис Сергеевич Малин, и он, в общем-то, штурмует высоты, скажем так. В этом году впервые был проведен этап мужского кубка России памяти Владимира Старцева, тоже, который долгое время возглавлял нашу шахматную федерацию. И летом еще был второе соревнование, проходило турнир, был тоже этап Кубка России среди женщин памяти Веры Пензиной. И все это прошло на очень хорошем уровне. И еще летом проводится всероссийский фестиваль, в июле проводится, памяти Рената Хайдаровича Гумерова, который тоже много лет посвятил себя шахматам. Он был чемпионом федерального округа среди ветеранов, многократным чемпионом Башкирии среди ветеранов. Вот эти вот 3 турнира были проведены здесь, вот на Таратау, и все, в общем-то, были не просто проведены, а грандиозно, на очень высоком уровне. Я много турниров видела в Башкирии и в России. Это один из лучших турниров был. И люди, которые сюда приезжали, им тоже очень все понравилось. Роза Ранусовна, ну вот мы сейчас с вами говорим о том, что проводятся уже крупные соревнования, этапы Кубка страны среди мужчин, среди женщин, и всероссийские фестивали. В истории башкирских шахмат такого, в принципе, не было. А вот здесь именно такими семимильными шагами пошли. Но надо отдать должное, что параллельно с этими серьезными
серьезными турнирами проводятся еще и вот в одном здании соревнования среди детей, да, насколько я понимаю. Вот когда совмещают, насколько это важно и какой вот, дает ли это какой-то эффект? Замечаете? Ну, хочу сказать, что одно время у нас даже немножко был перекос, больше только детский спорт развивался, а сейчас, в общем-то, и детей пытаются привлечь. Сейчас у детей проводятся тоже отдельные соревнования, собираются дети со всей Башкирии, сборы проводятся, и стараются сделать так, чтобы наши дети тоже были конкурентоспособные в мире. Так сейчас вот наша Лейла Табермакова, она тоже борется на чемпионате мира среди детей и неплохо борется. Пожелаем ей удачи. То есть в эти дни чемпионат мира проходит, где Лейла Табермакова, чемпионка Азии прошлогодняя, да. Она еще и выступает на мировом турнире. Да, до 16 лет. Я хочу, чтобы она тоже хорошо приехала, с хорошими успехами. Но сейчас действительно и соревнования высокого уровня проводятся, и массовые. Вот Башкирская шахматная лига, в этом году ее формат немного поменялся, но чего мы ждем именно от БШЛ, как думаете? Ну, мы всегда ждем от таких соревнований именно популяризации шахмат как вида спорта. Еще шахматы как помогают знакомству с другими людьми, увидеть Башкортостан, потому что, представьте, один воспитанник сидел в Уфе, а тут он увидел Башкирию, пообщался с людьми, со сверстниками из других регионов, или наоборот, человек сидел где-нибудь там, в другом городе республики. Да, ну или в селе. И тут он получил возможность пообщаться, получить какой-то опыт. Просто хочу сказать, что вот такие турниры, они помогают приобрести опыт, и потом уже на других этапах уже легче играть. Ну, например, на федеральном округе. Сейчас, кстати, проходит состязание в Приволжском федеральном округе среди детей, и наши ребята тоже поехали. Очень насыщенные соревнования, очень насыщенный календарь. Как успевают участники? Ну, просто хочу сказать, что вместо того, чтобы сидеть в гаджетах, люди занимаются, ходят на соревнования, на сборы и, в общем-то, все успевают. Но онлайн-шахматы тоже есть. Да, онлайн-шахматы тоже есть. Я тоже онлайн очень много занимаюсь. Онлайн мне нравится тем, что я могу сыграть с ведущими шахматистами мира. И мне даже удавалось обыграть несколько гроссмейстеров среди мужчин. Насколько, как удалось обыграть? И вообще, насколько вот этот оппонент, который из гаджета фактически, да, полноценный, что ли? Ну, хочу сказать, что мне вот лично онлайн-шахматы дали большой опыт. Когда играешь с сильными шахматистами, уже потом их не боишься, когда встречаешься за живой доской. На последнем вот соревновании в Сочи мне удалось набрать в блице 2,5 очка из 3 с гроссмейстерами, и я обыграла 2 чемпионов мира среди ветеранов. За счет чего? Ну, за счет того, что я готовилась к соревнованию, играла блиц, и, в общем-то, у меня все хорошо получилось. Роза Ранусовна, вы при этом очень удивительный человек. Вы не только успеваете соревноваться, ездить на турниры, но еще при этом вы изучаете языки. То есть, может быть, не таком профессиональном уровне, чтобы читать книги, допустим, в оригинале, да, на этом языке, но тем не менее. Расскажите, какие языки вы сейчас знаете, ну, чтобы хотя бы на разговорном уровне, по меньшей мере, приехать, поздороваться и что-то приобрести в магазине. Вы знаете, я вот с детства мечтала немножко хотя бы познакомиться с языками, а потом познакомилась с приложением Duolingo, и там вот именно вот на таком уровне доступном, и можно посвящать буквально там несколько минут в день и основы разных языков получить. Сейчас вот у нас там доступны испанский, немецкий, французский, английский. Вот я этими языками и немножко занимаюсь. Можете что-то сказать? На любом языке. Ну, вот уже столько языков: испанский, французский, английский. Ой, растерялась немножко. Врасплох вас застала. Ну ладно, ничего страшного. Роза Ранусовна, а в перспективе какие главные соревнования? Какую-то цель ставите для себя? Или вы, в принципе, идете по соревнованиям? Я иду, но я предпочитаю о целях молчать, потому что, ну, чтобы не сглазить, короче.
Роза Ранусовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам, поделились своими впечатлениями. У вас такой активный образ жизни. Мне кажется, любой молодой человек вам может позавидовать, что у вас хватает сил и выступать, и соревноваться. Вы еще, наверное, тренируете. Ну, я сейчас в основном на пенсии и так для души немножко работаю чуть-чуть только и все. И у меня и на детей время остается, и на себя, и сама занимаюсь шахматами тоже. Спасибо огромное. Мы поздравляем вас с победой, желаем еще более громких успехов, которые бы доставляли вам радость, и нам тоже радость, потому что действительно приятно, когда соотечественники побеждают. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.